Спасибо большое, Игорь, и спасибо за приглашение, коллеги. Я на него откликнулся, потому что, хоть я себя не идентифицирую как журналист, но все-таки я себя идентифицирую как врач для начала, а журналистика просто-напросто, ну так, судьба, наверное, сложилась, что я начал заниматься со школы, издавая первую в школе газету. Переменка тогда она называлась, и ну как так все закрутилось, завертелось, и был связан со средствами массовой информации, до сих пор связан. Многие из вас знают, что я продолжаю работать на канале Якутия-24, кстати, абсолютно волонтерским образом, так что я не числюсь в числе 1240 человек, участников госсми, программы «Мой доктор». Значит, ну, сегодня тема очень актуальная в сфере развития активной масс-медиа, активно и в сфере интернет-блогерства. Вот вы сегодня обозначили такие ключевые, да, темы по поводу образования. Вот сегодня я услышал, что всего, оказывается, выпускается 15-20 журналистов. Это вот очень мало, потому что, конечно, когда человек работает в сфере средств массовой информации и профессионально подготовлен, то тогда, соответственно, мы ожидаем от него качественный материал, мы от него ожидаем аналитику, то, чего, к сожалению, вот, на мой взгляд, это мое оценочное суждение, порой не хватает. Мы видим громкие заголовки, когда их открываем, а внутри просто какой-то пшик, который, к сожалению, не несет за собой полностью анализа той или иной проблемы, которая в заголовке поставлена. Я думаю, что у нас ФЛФ имеет многолетнюю историю, достаточно большой кузницей кадров являлся для якутской журналистики, и подготовка кадров на этом факультете, она ведется достаточно достойно. Но, вот, оказывается, цифры очень скудные, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы людей с профессиональной точки зрения журналистов становилось все-таки в среде больше. Я не знаю, есть ли целевой набор, Афанасий Павлович, на журналистику? Вы не являетесь заказчиком? Ну, у нас больше сейчас по IT направлению. Понятно, да. Журналистики, ну, в этом году, по-моему, один глаз все. Ну, конечно. Можно я скажу? Да. У нас целевых на бакалавриат 10 мест, 2 магистерских программы от 7 до 10, в основном 7 мест дают. Все остальное это платное, если придут. Но вот в моей группе я куратор 3-го курса, 12 человек, 2 платника. Обучение в год стоит 285 тысяч. Там может снижение быть, конечно, до 160 тысяч. Но все очень просто. Кто за молодого человека платит? Его родители могут платить, платят, не могут платить, не платят, мы не набираем. А магистратуру, у меня программа политическая журналистика, у меня там 10 обычно мест. Сейчас вот на этот год дают 7 и дают неограниченное количество, требуют, чтобы это 15, чтобы магистратура была платная, но магистратура 285 тысяч в год. Это та же самая проблема. Ну, то есть мы серьезно. Поэтому нужен либо будет заказ, какие-то средства финансирования, либо что-то еще. Ну, да, я сейчас плавно к этому говорил. Пока нет заказа, идите. Валерий Борисович, тогда вопрос сразу, а вот эти целевые места, их кто занимает? Кто является заказчиком? Республика? Целевые, да, республика, по-моему, насколько я знаю, идет. Федеральная? Это контрольная. Все. У нас еще бывают целевики, конечно, в Тулусе, обычно 1-2 места бывает такое, и у нас еще, конечно, даются для, ну, скажем так, особых студентов места, одно место бывает, они заканчивают. Но идут из них работают, я точно знаю, из моей группы, 3 журналиста должны быть, вот, а остальные, ну, как получится. 3 журналиста там есть, настоящие журналисты, уже сейчас. Спасибо. Ну и в продолжении, значит, вот разговора о качественном материале и в целом, вот я хотел бы на что обратить внимание. Безусловно, у нас Якутия, она отличается тем, что у нас очень быстро разносится информация посредством мессенджеров и различных телеграм-каналов и прочего. И вопрос ответственности за ту информацию, которую мы предоставляем, он очень актуален, потому что, сказал и обронив какое-то не всегда выверенное слово, мы можем породить очень большое количество проблем, которые в последующем очень тяжело будут откатить назад. Потому что
давать комментарии, опровержения, это всегда читается опосля, всегда воспринимается первичная информация, вот о чем говорил Игнатий Павлович. Поэтому вот к теме блогерства, да, а блогеров читают очень много, я вот не хотел обратить внимание, потому что иногда блогеры подают информацию не всегда достоверную, не всегда выверенную, не всегда проанализированную со всех точек зрения, и порой люди начинают доверять этой информации и считать ее истинной. И вот это всегда большая сложность и проблема, потому что я сам сталкиваюсь по своей работе, когда очень много идет информации, когда человек, допустим, один столкнулся с какой-то проблемой и считает, что эта проблема есть всегда и везде и всюду. Хотя на самом деле это там единичный случай, который не является истиной. Поэтому, конечно, вот, тема качества, тема ответственности за публикацию материалов и особенно анализа, вот она, мне кажется, она очень важная сейчас, потому что, повторюсь, мы видим только заголовки громкие, а внутри пустышки. Мне очень нравится читать материалы коллег некоторых, которые здесь присутствуют. Не всегда я с ними согласен, но тем не менее я вижу, что там хотя бы идет анализ там, со своей точки зрения, выдается какая-то информация. И вот это, мне кажется, за этим должно быть будущее, а не просто за какими-то кричащими фразами. Что касается, так как я все-таки здесь, да, единственный полномочный депутат республики, если есть какие-то предложения с точки зрения законодательных инициатив, то, конечно, я готов всех выслушать, какие-то идеи, которые мы можем обсудить в парламенте, тоже вопросов нет, потому что тема, связанная со средствами массовой информации, она актуальна, потому что не просто что говорят, что СМИ это четвертая власть, потому что вы иногда диктуете информационное поле в республике и за ее пределами, потому что на основании ваших материалов и репостов формируется отношение в целом к Якутии и к других субъектов Российской Федерации, поэтому это тоже очень немаловажно. Вот. А так, вы знаете прекрасно, я всегда открыт к диалогу. Кстати, мы 25 числа планируем в больнице провести день открытых дверей для представителей средств массовой информации, потому что 13 числа вас всех всегда везде зовут, и я понимаю, что никого не дождешься в офтальмологическую больницу. Вот, а здесь мы придумали такой интересный формат. Мы сначала проведем экскурсию о том, как у нас что организовано, потом будет фуршет, а потом мы всем проведем осмотр зрения, чтобы ваш взгляд всегда был остр, вот, и вы всегда могли писать самые интересные и нужные материалы. Поэтому можете выходить на пресс-секретаря нашей больницы АУ Евгения Аксенова, многие знают как Лицко. Она сейчас организовывает эту всю работу, и я в радости приглашаю всех здесь присутствующих присоединиться к нам. Расскажем, покажем и вас посмотрим. У меня все. Спасибо.